Президент России Владимир Путин объявил 2017 годом экологии. Основной акцент будет сделан на вопросы водной безопасности и строительства очистных сооружений. На каком уровне экологическое состояние родников, которыми богат наш регион? Представители Комэкологии Ингушетии проверили их сегодня на предмет качества воды и соответствия участков санитарным нормам. Итоги инспекции подвела Мадина Аздоева. Ряд мероприятий для защиты природы в нашем регионе уже стартовал. Несмотря на то, что план действий в Комитете по экологии утвержден совсем недавно, подготовку начали еще с конца прошлого года. Планами ведомства поделился главный эколог республики. В конце 2016 года вся подготовительная работа проведена. Подготовлен, тщательно проработан план на этот год. Он у нас получился очень всесторонним, объемным. Задействованы все направления природоохранной деятельности, все государственные органы в этой сфере. Основной проблемой экологического состояния республики остаются мусоросвалки. В этом году вопрос будет решен частично за счет завода по переработке бытовых отходов, который планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года. У нас хороший инвестиционный проект уже запущен по строительству мусороперерабатывающего комплекса и в целом по обороту отходов в республике. В других экологических сферах, в лесном направлении, в охране животного мира. И основной акцент у нас сделан на экологическое просвещение населения. Масса природоохранных акций, субботников. В учебных учреждениях запланировано введение экологических уроков, других акций. Такая масштабная работа запланирована. Отдельное внимание заслуживает проект, который направлен на восстановление заброшенных и загрязненных родников. Некоторые из них ухожены и облагорожены силами неравнодушных людей. Например, история этого родника уходит далеко в прошлое, в те времена, когда местный житель Али Исмурзиев, копая землю, в один прекрасный день наткнулся на источник. Рассказывает его сын Абукар Исмурзиев. С тех пор многое изменилось, родник преобразился, но вкусовые качества все те же. Содержим своими силами, ну какие тут силы небольшие, 3-4 мешка цемента, если летом сделать ремонт, порядок, санитарное состояние держать. Обычно с этого родника берут воду, когда перекроют водопроводные сети со всего района. Бывает даже с Очелуков приезжает. Эту воду, как и в те времена, люди часто используют в пищевых целях. Я считаю своим долгом следить за состоянием, уже ставшим родным не только для меня, но и всей республики родником, говорит сын основателя «Ключа». Но, к сожалению, большинство родников не оборудованы должным образом. Неизвестно качество их воды, на которую могут влиять различные отходы. По данным экологов, 90% подобных источников находятся в заброшенном состоянии. В этом направлении экологи совместно с представителями муниципальных образований уже проводят работу. Мы выявляем не только родники, водоохранные зоны, незаконные свалки, навалы мусора. В данном случае мы находимся на Сыркорте, где источники, есть родники, здесь в 4 точках есть родник. Не очень хорошее здесь состояние, если мягко сказать, так здесь не должно быть. Это место, где строительство этого сарая, это нельзя такого строить, и такие нарушения непозволительны. В данном случае мы здесь где-то неделю назад были с владельцем этого домовладения. Нами даны предписания ему, и также участковым инспектором зафиксирован этот факт, будет административный материал. И в свою очередь мы вынесем свое постановление о наложении штрафа. А вы сами пользуетесь этой водой? Нет. Иногда пользуемся. Одним из наиболее ярких проектов в год экологии станет обустройство 25 родников, расположенных на территории Ингушетии, и посадка 25 тысяч деревьев. Акции с привлечением населения, общественных и молодежных объединений также приурочены к 25-летию образования республики. Мадина Аздоева, Ахмед Исмурзиев, Дэни Тимурзиев. Вести Ингушетии.